Все мы всегда удивляемся, откуда у Рахмона и его семьи столько денег. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, сколько на самом деле зарабатывает президент. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Мухиддин Кабири, председатель Национального альянса Таджикистана, заявил, что зарплата у президента Таджикистана одна из высочайших среди лидеров стран во всем мире. Месячная зарплата президента Казахстана составляет $1700 в месяц, Узбекистана – $1300, Таджикистана – $1100, но эти все ложная информация. Однако большая власть всегда имеет свои соблазны, перед которыми некоторые главы государств не в силах устоять. Для сравнения хотим вам привести несколько примеров зарплат других президентов. Например, тот же Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, в год получает $153 тысячи. И это еще не самая высокая зарплата во всем мире. А самая высокая, которая есть в свободном доступе, это у премьер-министра Сингапура Ли Сян Лун. Он получает $1 076 000 в год. Как вам такие цифры? И учитывая, что у президента Таджикистана одна из самых высоких, мы можем только догадываться, какие реальные там суммы. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии по поводу этого всего. Хотя по разному источнику, президент Таджикистана получает $1100 в месяц, но это официально. Он неофициально получает $1 000 000. На вопрос аналитического сайта о зарплате Эмомали Рахмона лидер НАТ и бывший депутат таджикского парламента ответил, что при нем несколько раз повышали зарплату президента, но не объявляли сумму самой зарплаты. По закону зарплату президента определяет парламент. Это не государственная тайна и не должна ею быть. У нас есть закон о государственных тайнах, где определены вопросы, относящиеся к гостайне. Однако зарплата президента в список не входит, отметил Кабири. Бывший депутат парламента уточнил: мы несколько раз подняли президенту зарплату, несколько раз, но нам не говорили исходную сумму. Например, вносилось предложение поднять зарплату главе государства в 2 раза. Я однажды спросил, какая у него зарплата, что мы в 2 раза повышаем. В ответ сказали, что сумму зарплаты определил предыдущий парламент. Вы можете говорить только о процентах, а не о сумме. Ни в какой стране мира, кроме Таджикистана, зарплата президента не является тайной. Но, возможно, еще, конечно же, в Туркменистане. Я не понимаю, чего они стесняются, чего скрывают. Однако, по словам оппозиционного лидера, примерная сумма все-таки известна. Один из депутатов предыдущего созыва однажды говорил, ее не объявляют, потому что она очень высокая, выше зарплаты лидеров богатых европейских стран. Если тогда была больше, чем у богатых европейских стран, после этого мы поднимали несколько сотен процентов, сейчас, скорее всего, самая высокая в мире, отметил Кабири. И при этом президент Эмомали Рахмон пытается сделать вид, что он ближе к народу, что он не богатый дяденька, который живет на своем золоте и раздает их только своей семье, а действительно народный президент. А вы как думаете, действительно ли он такой? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.